В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Якутия в этом году получит 44 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это на 7,3 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году, следует из материалов Минфина России о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. По сравнению с прошлым годом из бюджета на поддержку Якутии выделили на 20% больше средств. В общей сложности регионы России в 2018 году получат более 645 миллиардов рублей дотаций, что на 5% больше, чем годом ранее. Как поясняют эксперты, объем дотаций рассчитывается в зависимости от уровня финансовой обеспеченности на душу населения. Учитывается налоговый потенциал территории, то есть сколько налогов поступает в региональный бюджет, и индекс бюджетных расходов, удорожающий коэффициент. Правительство Якутии начало подсчет ущерба, нанесенного от весеннего паводка в Амгинском районе. Население полностью получит все выплаты, людей не оставят без помощи. Об этом сказал председатель Госкомитета по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения республики Юрий Зайцев. Отметим, что на предупреждение и ликвидацию последствий паводков в резервном фонде правительства Якутии в этом году предусмотрено более 120 миллионов рублей. В прошлом году в резервном фонде на эти цели было предусмотрено 200 миллионов рублей. Ситуацию в Амгинском районе под личный контроль взял руководитель региона Егор Борисов. Также на месте работает правительственная группа во главе с первым заместителем председателя правительства Якутии Алексеем Колодезниковым. Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Она составит 10 тысяч рублей. Отделение Пенсионного фонда России по республике провело всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты. В Якутии деньги получат 124 гражданина. Выплата будет осуществляться в течение мая-июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Для получения единовременной выплаты не нужно специально обращаться в территориальные органы пенсионного фонда. В Якутии осталось обеспечить жильем 135 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вставших на учет. Региональные власти заверили, что они получат жилье в мае. В 36 регионах все ветераны уже обеспечены квартирами. Замглавы Минстроя страны Никита Стасишин во время Всероссийского селекторного совещания призвал оставшиеся 49 регионов ускориться и выполнить задачи в установленный и обещанный срок. За время действия указа президента страны по состоянию на 1 января этого года жильем обеспечено 304, 107 ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Включение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, будет проходить в заявительном порядке. Соответствующий порядок утвердило правительство страны. Таким образом, теперь инициатор инвестиционного проекта на Дальнем Востоке может попасть в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», предоставив бизнес-план, финансовую модель с заключением, подтверждающую ее обоснованность, и сопроводительное письмо. В течение 30 дней заявка будет рассмотрена специалистами Минвостокразвития. Самое главное, и в постановлении правительства России это определено, мы готовы, если необходимо инвестору, разработать адресную дорожную карту административного сопровождения и помощи в реализации его инвестиционного проекта. Мы готовы решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта, подчеркнул исполняющий обязанности министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушко. Напомню, что в апреле этого года для включения в госпрограмму были одобрены 22 инвестиционных проекта с суммарным объемом инвестиций 147 миллиардов рублей, среди которых есть и проект строительства завода по производству керамического кирпича в Намском районе Якутии. Поездка на воздушной подушке из Якутска в Нижний Бестях обойдется в 1500 рублей. Цену на проезд повысили практически все перевозчики. Они связывают это с началом периода ледохода. Прежний тариф 1000 рублей сохранил только один предприниматель. К 2030 году Якутия планирует занять лидирующие позиции по уровню цифровизации экономики в стране. Об этом заявил министр экономики региона Денис Белозеров. Сейчас в республике подготовительный этап. Утверждена госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика», в которую включена подпрограмма «Цифровая экономика». Создан проектный офис, идет подготовка нормативных документов, определяются мероприятия и финансирование.
IT-сектор, являющийся ключевым фактором цифровизации экономики, занимает сегодня в валовом региональном продукте только 0,2%. Это менее 200 миллионов рублей. В планах довести его до 2,5% к 2030 году. При этом потенциал данного сектора экономики намного больше. Развитие IT-отрасли обеспечит внедрение цифровых технологий во все отрасли экономики, сказал он. Локомотивами цифровизации экономики Якутии призваны стать 6 центров компетенций, среди которых 2 по линии образования. Это Высшая школа инновационного менеджмента при главе республики, которая будет отвечать за повышение цифровой грамотности работающего населения, и Северо-Восточный федеральный университет, призванный отвечать за подготовку специалистов высшего образования. Кроме того, в планах перепрофилирования колледжа связи имени Дудкина. Он займется обеспечением рабочими кадрами и специалистами среднего звена по направлениям цифровой экономики. Цены на жилье в России упали перед чемпионатом мира по футболу. За месяц до старта аналитики, вопреки ожиданиям, зафиксировали спад цен на вторичном рынке недвижимости в большинстве городов, где пройдет Мундиаль. Больше всего стоимость снизилась в Саранске. Здесь с конца 2013 по март 2018 года квартиры подешевели на 8,8% до 47,5 тысяч рублей за квадратный метр. В Ростове-на-Дону средние цены упали с 61 тысячи до 58 тысяч рублей за квадрат. А в Екатеринбурге цены на вторичное жилье снизились на 5% до 70 тысяч рублей. Из всех городов, принимающих чемпионат мира, существенно увеличились цены лишь в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Россия стала крупнейшим кинорынком Европы по итогам 2017 года. Согласно данным отчета Европейской аудиовизуальной обсерватории, в прошлом году в Российской Федерации продажи билетов выросли почти на 10% до 212 миллионов долларов. Это на 2,8 миллионов билетов больше, чем у Франции, которая ранее возглавляла список. В топ-5 стран по количеству проданных билетов в кинотеатрах также попали Великобритания, Германия и Испания. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.